совещание руководителей партийного актива и региональных отделений КПРС Дальневосточного федерального округа. У нас руководитель Калашников Леонид Иванович, депутат Государственной Думы, председатель одного из ведущих комитетов, особенно сегодня. Комитет, значит, по связи с античной кабинетом. Вопросы связаны с всей внешней политикой сегодня. Мария Дробот, секретарь Центрального комитета партии, депутат Государственной Думы, Сергей Георгиевич Левченко, тоже депутат Государственной Думы, руководитель и так давно был в Курской области, наших соседей. У нас вот извечная проблема – это обеспечение земельными участками многодетной семьи. Худо-бедно их находят, как-то нарезают, а затем встает вторая проблема – подвести туда инфраструктуру. На это денег, как правило, в регионах мало хватает. Вот у вас какое видение решения этого вопроса? Вы знаете, коллеги, эта проблема характерна для всей страны. И для решения этой проблемы есть вполне определенный путь. Вот вы сейчас сказали о том, что выделяются участки, нет инфраструктуры. А давайте сравним точно такую же задачу в городах. В городах выделяются участки для того, чтобы строители построили, продали. А потом там возникает нет школ, детских садов и так далее, и так далее. Это ведь точно та же самая проблема, как и с участками. Дело в том, что у нас в стране полное отсутствие планирования, что же, как будет развиваться и промышленность, и сельское хозяйство, и населенные пункты, и города, и все остальное. Потому что если мы отдаем, говорим, а вы что хотите, там и делайте. Потом это все равно вернется проблемой, что государство хоть на региональном, хоть на муниципальном, хоть на государственном уровне обязано будет решать эти задачи. Ну, нужно возвращаться к советской системе. А знаете, вот кто помоложе, каким образом тогда делали? Строилось предприятие, рядом строился микрорайон, который был уже заранее запланированный, вся социальная сфера, вплоть до магазинов, значит, первоочередных, я имею в виду и молоко, хлеб там и так далее. А сейчас рефлексия, как только возникает проблема, государство начинает думать, как же ее решать. Поэтому нужно с ног на голову то, что вот поставленная ситуация, ее нужно разворачивать и точно так же делать, и как я начинал в Иркутской области. Я строил медицинский центр, поликлиника и больница, рядом жилье для медицинских работников, рядом же спортивные занятия для того, чтобы коллектив мог заниматься, культурный центр, так сказать, и благоустраивал вокруг, значит, этого вот комплекса все социальные услуги. Туда, в деревню, ехали люди из городов, даже из Сирии ехали люди для того, чтобы уже в сельской местности обслуживать, значит, и медицину ставить на самый высокий уровень. Поэтому если мы будем действовать вот таким образом, когда отдали, потом думать будем, что же с этим делать, тогда мы никогда не решим эту проблему. Ну, это, плановость. Это в идеале. Сейчас-то понятно, вот сказали уже товарищи, что мы даже добиваемся там замены гектаров. Хорошо. Но а вот развитие комплексных территорий, конечно, к советскому опыту, если обратиться, вот я жил. Вот, молодой город Тольятти. Весь разделен на квартала. 1 000 000 человек живут, там сейчас 900. И в каждом квартале 4 школы, 2 поликлиники, 6 детских садов, и все вокруг, так, дорогу, все остальное, все это гидропроект запланировал, все под это деньги. И до сих пор этот город один из самых цветущих городов. Сколько реальны разговоры об окончании войны или каком-то перемирии в 2023 году на Украине? Честно скажу, нет ни одного человека, кого я знаю, кто бы не хотел этого перемирия или окончания войны. Нет ни одного человека. Но вы же видите, что происходит, и как оттуда поджигают. И даже наши уже сегодня, несмотря на некоторые пропагандистский запал, некоторые там воевать, значит, говорят о том, что, конечно, надо договариваться о мире. На каких условиях? Это другой вопрос, я сейчас не хочу об этом говорить. Но договариваться о мире надо. И китайский лидер приехал, сказал об этом. И мы готовы были договариваться в Турции тогда, если вы помните, когда уже, в общем, какие-то были наметки. Ясно, что там будет увязываться вопрос безопасности. То самое письмо, которое предшествовало вот этому СВО, которое было в декабре, тогда, позапрошлого года, направлено американцам, которые они выбросили, сказали, до свидания. Конечно, будет на базе этого и все строится. И НАТО, и где оно, и как оно, и что оно.
Ну, мы все за это. Здесь вопрос в том, готовы ли американцы подтолкнуть украинскую сторону. Вопрос, с кем договариваться. К сожалению, в этом плане С Украиной, да, с Украиной не договоришься, договариваться надо. Еще, пожалуйста, вопрос. Можно вопрос? У меня вопрос по развитию промышленности и энергетики Дальнего Востока. Ну, Сергей Георгиевич, наверное, вопрос. Как вы видите, Ну, можно куда начать через- это. Давайте, Алексей, может быть, Алексей начнет по Дальнему Востоку, а потом ты, Юрий. Пожалуйста. Да, Алексей. Ну, два слова самые я сейчас такие как раз моменты. Вот, Сергей выступление, свое Георгиевич, выступление давай. я отражаю в том числе вопросы энергетики на Дальнем Востоке. И скажу, у нас в прошлом году был отчет министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Чебуркова. Значит, и в своем выступлении я сказал, что, к большому сожалению, энергетика на Дальнем Востоке не позволяет развиваться Дальнему Востоку должным образом. Изношенность электросетей 60-80%. Есть электростанции, которые вообще 80 лет и более. То есть государство, к сожалению, забыло о важном стратегическом развитии отрасли на Дальнем Востоке. И вот это ведь беда почему? Это беда ведь, когда в свое время разделяли единую энергосистему на 14-16 компаний, поделили Сейчас Сергей в стране, Георгиевич, да. слово добавит. И получается так, что вот нет единого вот этого вот энергетической компании, которая бы реально за все отвечала. Поэтому здесь основным инвестором, прежде всего, должно быть государство Российской Федерации. Спасибо, Алексей. Сергей Георгиевич вчера встречался ГРЭС-2 с коллективом, Якутская энерго. И очень интересный был разговор. Пожалуйста. Ну вот Алексей абсолютно прав, потому что вот эта вот мина была заложена Чубайсом, которого сегодня ругают в том числе и представители власти, когда разделяли всю энергетику. И от этого больше всего пострадал Дальний Восток. И когда разделили на 14 территориальных генерирующих компаний и 6 объединенных компаний, то каждая компания в отдельности не в состоянии модернизировать и делать серьезное оборудование. Да еще к этому времени, к сожалению, еще и развалили полностью энергомашиностроение. Сегодня наши котлы, сегодня наши генераторы, они не могут обеспечить всю энергетику по своему объему производства. Вот здесь на ГРЭС два энергоблока американских General Electric, и теперь, так сказать, необходимо думать, как же с этим делом поступить. Значит, дальневосточную систему необходимо объединять со всей страной. Для этого прежде всего нужно сделать, чтобы были цепочки объединения, а у нас сегодня пока... Сегодня, к сожалению, пока у нас опережает решение, что давайте объединять, а потом начинаем чесать голову, а когда же будем технически объединять, потому что вот здесь, к сожалению, сроки разнятся. Если будет объединение вся энергосистема страны, Дальний Восток вздохнет легче. Легче по одной простой причине. С одной стороны, мы сегодня очень старое у нас энергооборудование, а с другой стороны, задумайтесь, то, что существует, вырабатывается электроэнергия, используется в стране только на 50%. Мощности в 2 раза сильнее. И вот сегодня Леонид Иванович рассказывал о том, что Китай, это вот прежде всего по энергетике считается. За последние 30 лет Китай по энергетике вырос в 11,5 раз. А мы с вами за 30 лет на 4% всего лишь. Конечно, как мы можем конкурировать с ними с точки зрения развития промышленности, социальной сферы и так далее. Поэтому стремиться к объединению и стремиться к возврату и полному, так сказать, уничтожению тех реформ, которые были задуманы и проведены Чубайсом. Необходимо объединение, только тогда компании могут развивать энергетику. Разве может маленькая компания, которая там 3, 5, 10 миллионов зарабатывает в год, заменить огромный генератор, который стоит там сотни миллиардов рублей? Невозможно это сделать. Поэтому сейчас начинают уже и в правительстве приходить к мысли, что та реформа энергетики разделения была вредна, и начинают думать, как же все-таки объединить. Но естественно, что владельцы против. А почему электроэнергию в Китае дешевле продаем, чем себе? Я про это и толкую.
Я про это и толкую, что на сегодняшний день здесь выработка электроэнергии в дальневосточном регионе намного дороже, чем в европейской части. Но при этом принимаются решения о продаже, так сказать, за Китай, в Китай дешевле, чем получают здесь, значит, и юридические лица, и промышленность, и, значит, физические лица. Это решение связано с тем, что она раздроблена. Вот если бы, значит, у нас вся была страна, значит, в одной энергосистеме, они бы 10 раз подумали, продавая туда дешевле, это значит, нужно подороже брать со всей страны. Ну, у нас это сейчас происходит. Вот не со всей страны, к сожалению, только за счет тех, кого не объединили, за счет вас, за счет дальневосточной системы. А вы здесь сидите и помалкиваете. В свое время я, значит, отстаивал права Иркутской энергосистемы. Мы отвоевали, у нас было 25 с лишним процентов акций Иркутской энергосистемы. Она одна из крупнейших в Российской Федерации. Редактор газеты «Туймада», пожалуйста. Учредитель и главный редактор Республиканской общественно-политической газеты «Туймада». Яковлев Александр Петрович, я являюсь также депутатом Якутской городской думы. Но я хотел бы задать вопрос уважаемым нашим депутатам Государственной Думы. Вопрос такого характера. Ну, сейчас происходит, по моему видению, излишняя централизация федеральной власти. Полномочий в регионах все меньше и меньше, и тем более в городах, столицах региона то же самое. Как вы смотрите на то, чтобы, я не скажу, что как на децентрализацию, а как больше полномочий дать местным, то есть местной региональной власти, местному самоуправлению? Как вы на это смотрите? Вы уже ответили на этот вопрос, почти вот вы мне его задаете. Мы смотрим на него совершенно вашими глазами. Это раз. Второе. Это было. Ведь что такое, вы так осторожно и аккуратно сказали слово децентрализация и извинились. Потому что это не модно сегодня и даже опасно иногда. Скажет суверенитет. Да, скажет суверенитет, национализм. На самом деле же речь идет о чем? Собирают налоги здесь, отдают их туда, передают их туда. С помощью, причем, таких неловких ухищрений, как регистрация «Газпрома», например, в Санкт-Петербурге, «АвтоВАЗа» в Москве и так далее, и так далее. И вот федеральные налоги уходят туда. Но, кроме всего прочего, сама вся бюджетная сфера комплектования бюджета, она закольцована прежде всего на федеральный центр, а потом распределение обратно туда, в регион. Конечно, мы не просто призываем к выравниванию этой системы, но мы предлагали несколько законопроектов. Мы не можем пока их провести в Государственной Думе, потому что у нас всего лишь 57 человек. Но мы за это боремся. В этом и смысл федерации. Смысл федерации как раз в том, чтобы были полномочия и деньги на то, чтобы эти полномочия осуществлять. Средства. Еще вопрос, У пожалуйста. меня есть вопрос. Когда будет принят закон о детях военных случаев? Это вот вопрос, который можно присоединить и к тому вопросу. Мы его выносили 6 раз в Государственной Думе. Не хватает нам победить. Победить нам надо. И тогда мы его примем. Но, тем не менее, кстати, сейчас в 7-й раз мы его сформулировали. Но должен вам сказать, что работа все равно зря не пропала. Я там точно сейчас не помню сколько, но около 30 регионов в стране провели местные законы. Например, мы в Самарской области тоже провели. И по этим законам местным выделяются определенные средства, которые идут для областных ветеранов. Еще есть вопрос? Нет, еще второй вопрос. Вот в связи с бешеным удорожанием стоимости лекарства, будет ли какая-нибудь помощь или льгота пенсионерам, кому за 80 лет? Это очень страшно дорогие стали лекарства. А мы без лекарств жить не можем. Ну, это общий вопрос, о котором, конечно же, мы не так давно был правительственный отчет Минздрава, говорим о субсидируемости лекарств, о субсидируемых программах, о выпуске собственных лекарств, о так называемых орфанных заболеваниях. Пока выделяются определенные средства, в том числе и под нашим давлением, но не на все и не на всех. Вот что я могу сказать. Хочу сказать, мы сейчас электроэнергию стали платить Дальний Восток.
Нам с населением ни с кем не согласовано. Мы сейчас платим Дальний Восток частные предприятия. И все деньги туда идут, и оттуда доходы нашей республики, по-моему, не остаются. Это разве нормальное решение? Ненормально. Вот только что Сергей Георгиевич говорил об этом. Я вам скажу, я помню вот ситуацию, я вот выступая, отчасти упомянул об этом. Вот кроме того, что генерирующие компании разделили, 12, 17, ТГК, ОГК, но еще и разделили владельцев сетей. И сетей сегодня много. И плюс еще те, кто продает конкретно на так называемые зеленые мили, на последние зеленые мили, где вам собирают деньги, а потом еще не платят ни сетям, ни производителям электроэнергии. И это все произошло из-за того, что разделили электросистему. Вот РАО и ЕС России разделили. Правильно Сергей Георгиевич сказал, надо ее восстанавливать. Я вот по этому вопросу только что был у Мишустина, когда говорил о том, и он ответил на это. Ну, мы там говорили конкретно, почему разница между сельским сегодня. Сельчане платят в 2 раза больше или 3 раза кое-где больше, чем в городах. Частники. И он ответил на этот вопрос. Ну, мы вот как бы готовы смотреть, но мы только физических лиц субсидируем, смотрим, контролируем. А все остальное, оптовый рынок электроэнергии, частный рынок электроэнергии, мол, ну и вот начинает опять свою песню. Спасение только в том, что надо объединять назад энергосистему, издержки Дальнего Востока делить на всех, потому что передача электроэнергии, потери в сетях, не буду сейчас грузить, но только в этом она.